738 заболевших коронавирусом в коме за последние сутки. О таких цифрах мы даже думать раньше не могли, хотя Роспотребнадзор предупреждал о новой волне. На неделе в республике была отменена плановая медицинская помощь. Школы Сыктывкара и Ухты перешли на дистант. Приостановили работу библиотеки, музеи, театры. О новых реалиях Анна Зубарева. На кадрах первая ухтинская поликлиника. В очереди к терапевту, по словам очевидцев, люди с самыми разными симптомами. Очевидно, что о социальной дистанции и речи быть не может. Одномоментно на прием пришли почти 500 человек. Люди часами прождали свои очереди, чтобы попасть к врачу и получить направление на ПЦР. После этого случая в поликлинике было решено установить камеры видеонаблюдения и открыть больше кабинетов. Штамм «Омикрон», который по всему миру вытеснил почти все основные разновидности COVID-19, распространяется молниеносно. Примерно в 7 раз быстрее остальных. И чтобы избежать подобных очередей, на этой неделе поменялся порядок действий для горожан при плохом самочувствии. Если у вас температура до 38 градусов, самостоятельно, не звонив никуда, без предварительной записи, обратитесь в ближайшую поликлинику, либо центральную районную больницу. Если у вас температура выше 38 градусов, позвоните на 122. Если температура в диапазоне 38-39 градусов, значит к вам на дом выйдет врач или фельдшер. Если температура свыше 39 градусов, это касается и взрослых, и детей, значит, к вам на дом приедет бригада скорой медицинской помощи. И уже по факту на месте будет решать, либо оставлять пациента дома, либо отвезет пациента в стационар. Своеобразные памятки с этой информацией получили жители Коми по СМС. Кроме того, в регионе существенно усилили работу колл-центра. Принимают звонки теперь 50 человек вместо прежних 5. Ну и, конечно, все медучреждения республики мобилизуются на борьбу с COVID-19. Структурные подразделения Сыктывкарской городской поликлиники начали работать как ковидные амбулатории. Все узкие специалисты теперь временно инфекционисты. А на следующей неделе стартует вакцинация подростков. К нам в республику пришли первые дозы, 480 доз вакцины «Спутник-М» для вакцинации, соответственно, детей и подростков. Вакцинация будет проходить с 12 до 17 лет. И здесь что важно, соответственно, до 15 лет нужно информированное согласие со стороны родителей либо законных представителей ребенка. А с 15 лет, соответственно, до 17 ребенок уже решает сам и сам подписывает документы. 50%, столько или больше сотрудников работодателям следует перевести на удаленную работу. Медорганизации, оказывающие психиатрическую помощь, все интернаты и детские дома переходят на закрытый режим. Театры и кинотеатры работают без зрителей. А библиотеки, архивы, музеи и выставочные залы приостанавливают обслуживание посетителей. Отныне книги выдаются только по предварительной записи. Это изменения, которые были внесены в указ о повышенной готовности за последнее время. Цель у всех одна – приостановить распространение заразы. Всем доброе утро, ребята. Я рада вас всех видеть. Включаем камеры, настраиваем звук и начинаем наше занятие. А вот так теперь начинаются школьные занятия для учеников Сыктывкара и Ухты. На удаленку собираются отправить и Троицко-Печорск. Дети и учителя стали больше болеть ОРВИ, гриппом и ковидом. Инфекции усиливают друг друга, тревожится Роспотребнадзор. Именно поэтому в классе только педагог. Ученики выходят на связь из дома. Ребята подключаются вовремя и даже одеты так, словно сейчас сидят на самом привычном уроке в кабинете. Дистант, по словам специалистов управления образования, никто не застал врасплох. Схему в образовательных учреждениях отработали еще в первую волну коронавируса. Если мы выходим конкретно вот в Zoom, да, мы стараемся с ними все-таки больше поговорить, да, чтобы и отдача, и дети чувствовали, что их слышат, и я чувствовала, что они со мной в работе, они понимают, они вникают в материал, они его усваивают. А уже вот письменные, скажем, да, вот эти задания, которые дети могут справиться самостоятельно, уже вот за этим общением остаются. Тем, у кого нет техники, учебные заведения идут навстречу, выдают ноутбуки. Как долго в этот раз продлится дистант, никто не знает. Пока ковидная цифра предательски ползет вверх. Получать знания нужно, но здоровье все же важнее. Учреждения дополнительного образования и спорта этих городов тоже перешли на дистанционку. Запрещены тренировки даже на улице. Для того, чтобы потренироваться на улице, нужно сначала прийти и переодеться в раздевалке.
Поэтому для того, чтобы я считаю, что нужно максимально сократить возможные контакты на сегодняшний день. И это абсолютно нормально для того, чтобы предупредить развитие заболевания. Еще одно нововведение. Накануне в Сыктывкаре заработал первый пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Находится он на республиканском стадионе. При себе необходимо иметь только паспорт и полис. В ближайшем будущем у жителей Сыктывкара появится возможность оперативно узнать свой статус и в крупных торговых центрах. Берем тест из носа. Где-то 20 минут он делается. Довольно быстро. Граждане могут пока погулять 20 минут, попозже прийти и узнать ответ свой. Следующие 2 месяца будут непростыми, предупреждает Роспотребнадзор. Пик очередной волны прогнозируют уже на следующей неделе. Омикрон заставил увеличить дополнительные ковидные койки. Если ранее разворачивали до 3000 мест, то сегодня к этому числу готовится еще 20%. Они будут в запасе. Лекарств достаточно, но важно иметь запас на ближайшие несколько месяцев. А тем временем медики напоминают, иммунизация – самый простой способ защитить себя от тяжелых последствий инфекции.